Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. 7 ноября президент Республики Абхазия посетил с однодневным рабочим визитом Адыгею. Рауль Хаджимба принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию первого президента Республики Адыгея Аслана Джаримова, на котором выступил с речью. Президент поздравил Алана Галиевича с юбилеем и выразил братскую признательность за возможность принять участие в столь значимых торжествах. В Абхазии высоко ценят ваш весомый вклад в священную борьбу против вооруженной агрессии Грузии, восстановление мира и исторической справедливости на нашей многострадальной земле. В те суровые и судьбоносные дни вы подставили крепкое братское плечо нашему выдающемуся предводителю, первому президенту Абхазии Владиславу Арзенбу. Мужественно, принципиально и последовательно отстаивали вместе с ним интересы сражающейся свободолюбивой республики, в защиту которой решительно выступили тысячи добровольцев Северного Кавказа, стран ближнего и дальнего зарубежья. Мы хорошо помним о ваших огромных усилиях по организации приема и размещения беженцев из Абхазии, оказанию экономической и гуманитарной помощи нашему народу, находившемуся в жестких тисках блокады и в послевоенный период. Эту кропотливую работу вы проводили вместе с друзьями, со всем многонациональным народом Адыгеи. Поддерживая постоянную связь с Владиславом Арзенбу, немало усилий и энергии вы посвятили проблеме преодоления экономической блокады Абхазии, отметил в частности президент Абхазии. Рауль Хаджимба особо подчеркнул, что добрые дружеские отношения между двумя братскими народами, имеющие глубокие исторические корни, прошли достойное испытание временем, а сотрудничество в социально-экономической и культурно-образовательной сфере набирают новые обороты и на нынешнем этапе развития. Премьер-министр Валерий Бганба подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы в целях проведения контроля над соблюдением законодательства, регламентирующего вопросы перемещения товаров через таможенную территорию Республики Абхазия, в том числе товаров, ввозимых в республику в рамках таможенных режимов транзит, реэкспорт, таможенный склад, временный ввоз, переработка на таможенной территории. Руководителем рабочей группы является министр по налогам и сборам Даур Курмазия. Валерий Бганба также подписал распоряжение о проведении оптимизации общей штатной численности работников центральных органов управления к сроку на 1 января 2020 года не менее чем на 15%. Контроль за исполнением распоряжения будет осуществляться Министерством финансов и аппаратом Кабинета министров. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Абхазии. 7 ноября исполнилось бы 60 лет заслуженному журналисту Республики Абхазия, кавалеру ордена чести слава третьей степени Гарри Дорофеевичу Дбар. В честь юбилея известного журналиста в Музее боевой славы имени Владислава Арзенбу состоялся круглый стол, в котором приняли участие друзья и коллеги журналиста. Гарри Дбар долгое время возглавлял Абхазское радио. Эту работу он успешно совмещал с телевизионной деятельностью. Особой популярностью пользовался его авторская программа «Отзыв», которая до сих пор идет в эфире Абхазского телевидения. Он также был редактором экологической передачи «Ажвипща». Гарри Дбар – участник Отечественной войны 1992-1993 годов. Дважды был удостоен премии Союза журналистов Абхазии. Мы вспоминали и журналиста, и человека очень отзывчивого, очень ответственного. Человек, который наряду с журналистикой очень хорошо знал, очень был воспитан в духе традиционных абхазских. В нашей послевоенной истории было очень много и кризисных моментов. Вот я не помню, когда он руководил Абхазским радио, чтобы в этой редакции были какие-то проблемы человеческого характера. Это в первую очередь характеризует его умение выстраивать отношения и с сотрудниками, и с руководством, как с руководством телерадиокомпании или с руководством страны. То есть его одинаково уважали и зрители, и читатели, и руководители республики.
По инициативе Священной митрополии Абхазии, администрации города Новый Афон, а также кавалера ордена Леона Льва Аргун на стене Новоафонского монастыря торжественно открыли мемориальную плиту, посвященную самоотверженному труду медиков и всего личного состава работников Новоафонского прифронтового военного госпиталя. На торжественной церемонии присутствовала и наша съемочная группа. Репортаж Галики Трапш. До открытия мемориальной плиты служители Новоафонского монастыря, ветераны, представители городской администрации и жители Нового Афона возложили цветы на братской могиле у стен монастыря и почтили память погибших воинов в Отечественной войне народа Абхазии. Председатель Священной митрополии Абхазии архимандрит Дорофей Дбар прочитал заупокойную молитву погибшим защитникам Родины. В годы Отечественной войны народа Абхазии все лечебные учреждения были переведены на военный режим работы, то есть перепрофилированы в военные госпитали. С начала войны Новоафонский прифронтовой военный госпиталь функционировал на базе Новоафонской больницы. Всего здесь было 70 коек. С того момента, как начали поступать раненые, возникла острая нехватка мест. Тогда, в октябре 1992 года, по инициативе главного врача Национального онкологического центра, заслуженного врача Абхазии, начальника медицинской службы фронта Афоно-Сухумского направления и Новоафонского прифронтового военного госпиталя Льва Аргун было принято решение разместить госпиталь в Новоафонском монастыре. До июльской наступательной операции госпиталь располагался на втором отделении этажа, но и перед буквально наступательной операцией начались массовые обстрелы, и возникла необходимость перевода в подвальное помещение. Я как-то спросил своего брата, когда он вышел с операционной, по-моему, после операции, осколочное ранение, которое перебило нижнюю конечность в области сустава, зашло в брюшную полость. Операция продолжалась длительно, осколок не умещался на ладони, когда показал. И я его спросил, а как он будет жить? Он развел руками и сказал: если и он выживет, я не понимаю, как они выживают. В мирное время такие все погибали. Я тоже развел руки и направленный к храму и сказал: Слава, где мы находимся? Мы находимся в храме. Стены помогают, Боженька нам помогает. Действительно, это большой феномен, очень раненых, вопреки, там есть, травмы, несовместимые с жизнью, они выживали. И действительно происходило чудо исцеления. В период войны в Новоафонском прифронтовом военном госпитале медицинскую помощь оказали более 2500 человек. Большей части из них были проведены тяжелые операции. Врачи и медсестры иногда сутками не выходили из операционных. Времена, конечно, были очень тяжелыми, если еще и учесть тот материально-технический потенциал, который был, и особенно кадровый потенциал. Но я должен сказать, что те медики, которые собрались в Удауте, в Новом Афоне, в Тхорчале, не сетовали на имеющиеся тогда трудности, а приняли сразу за организацию медицинской службы, за организацию медицинской помощи раненым ребятам теми силами и средствами, которые были на то время. Коллектив хирургов, тем более, был очень малочисленный, но во главе с асом хирургии, Славой Аргуном, они творили, еще раз повторяю, чудеса. Подвиг, совершенный врачами и всеми медиками во время войны, вызывает восхищение и гордость. Все, кто работал в госпиталях, несмотря на усталость, полностью отдавал себя профессии, оказывая помощь и спасая жизни. Врачи и медсестры также теряли своих родных, но, несмотря ни на что, проявив мужество и непоколебимую стойкость, продолжали работать. В летний период, когда бомбежка началась, вот на территории, вот там бомба упала, вот там, вот здесь операционную сделали, вот здесь, в складе. Там машина прямо заезжала. Вот здесь мы спали. Там сыро. Телефон был. Там проблем не было. А столько дел было сделано от бедных, вот трупы, которые привозили. Купали их. Машина отвозила, переодевали. Такой объем работы. А мы хирурги, которые работали. Но я хочу сказать, что мы тоже никого не подвели. За период, за год, без 4 дней,
через вот этот госпиталь прошло 2860 человек. Из них оперировано 1937 человек. Новоафонский прифронтовой военный госпиталь после Отечественной войны народа Абхазии был награжден орденом Леона, а подвиг, совершенный медиками в 1992-1993 годах, по праву является примером настоящего патриотизма и преданности профессии. Аля Катрапш, Алексей Агухава, Инал Алгухава, Абхазское телевидение. 7 ноября, накануне празднования Дня милиции, в городе Гал состоялось торжественное открытие мемориальной плиты сотрудникам органов внутренних дел по Галскому району, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Подробности в репортаже, подготовленном пресс-службой МВД. В преддверии профессионального праздника сотрудников органов внутренних дел состоялось открытие мемориала, посвященного памяти погибшим сотрудникам милиции отдела внутренних дел по Галскому району. В церемонии открытия мемориала участвовали сотрудники Министерства внутренних дел Республики Абхазия, ветераны службы, представители силовых ведомств и общественности, родные и близкие героев. Открывая митинг, к присутствующим обратился министр внутренних дел, генерал-лейтенант милиции Гарри Арашба. Уважаемые присутствующие, сослуживцы, родители и родственники наших погибших коллег. Сегодня мы открываем мемориал в честь наших боевых товарищей. Эти люди, которые отдали жизнь во имя законности и правопорядка, светлого будущего нашего государства и построения законности в нашем обществе. На подвигах наших ребят воспитывается уже не одно поколение молодых офицеров. Чувство патриотизма, профессионализма и гражданского долга есть наша история, история нашей страны. Спасибо всем, кто внес свою лепту в создание этого мемориала. Уверен, что мы достойно и с честью будем нести традиции нашей службы, а также сохранять традиции наших дедов и прадедов. Вечная слава нашим героям! Присутствующие почтили память погибших возложением цветов к мемориалу. Испытанием мужества и преданности служебному долгу, родине и своему народу стал период грузино-абхазской войны 1992-1993 года. Основная часть абхазской милиции с оружием в руках защищала родину. В этой борьбе пало смертью храбрых на полях сражений 42 сотрудника. Несмотря на все эти испытания, сотрудники милиции с честью и достоинством продолжали стоять на страже порядка и защиты Родины. Послевоенное время предстояла огромная работа по восстановлению правопорядка в Абхазии. Сотрудники милиции поочередно сформированными группами направлялись на абхазо-грузинскую границу. В это послевоенное время погибло 64 сотрудника милиции, из них 32 сотрудника отдела внутренних дел по Галскому району, которые несли службу, защищая гражданское население от преступных посягательств. Увековеченные сотрудники службы останутся примером героизма и мужества для своих товарищей. Сегодня все мы низко склоняем головы перед их подвигом. Абхазская национальная литература понесла большую утрату. На 92-м году ушел из жизни абхазский поэт, прозаик, драматург, литературовед, педагог Георгий Константинович Гублия. Георгий Гублия родился 15 мая 1928 года в селе Куланар Хуагудаутского района. Кандидат филологических наук, доцент, затем профессор кафедры абхазской литературы АГУ, лауреат Государственной премии имени Гулия, член Союза писателей Абхазии, Союза писателей России, кавалер ордена Ахтзапша III степени Георгий Гублия, автор стихов, поэм, рассказов, повестей, пьес, очерков, а также статей об абхазской литературе. Издал более 17 книг. В связи с кончиной Георгия Константиновича Гублия под председательством первого вице-премьера Даура Аршба создана комиссия по организации похорон. Прощальная церемония пройдет 9 ноября в Сухуми в Доме учителя. Начало траурного митинга в 14 часов. 7 ноября отмечается День Великой Октябрьской социалистической революции, одного из крупнейших политических событий XX века, произошедших в России и повлиявших на дальнейший ход всемирной истории. 7 ноября был главным государственным праздником в СССР с 1918 по 1991 годы. Этот день и сегодня является государственным праздником в Белоруссии и Приднестровье. В связи с
102-й годовщиной Октябрьской революции всех граждан нашей страны поздравили коммунисты Абхазии. Мы потомки выдающихся революционеров Нестора Лакоба и Ефрема Эшба, которые вместе со своими соратниками сделали все, чтобы наша родина Апсны была грамотной и справедливой страной. А благодаря советской власти наш талантливый народ смог воспитать выдающихся ученых, педагогов, писателей и музыкантов. Создать мощный фундамент для процветания Родины и дальнейшего движения вперед, отмечается в частности в поздравлении исполкома Компартии Абхазии. Сухумский государственный колледж празднует 115 лет со дня основания. Учебное заведение ежегодно выпускает более 300 специалистов среднего звена разных технических профессий. О прошлом и настоящем одного из старейших учебных заведений Абхазии в репортаже Эсмы Гуланзе. Сухумский государственный колледж выпускает специалистов среднего звена разных технических профессий. Здесь есть как очное, так и заочное отделение. В колледже преподают 7 специальностей. Популярностью среди мальчиков пользуются техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, а среди девочек – гостиничный сервис, экономика и бухучет. Сегодня в стенах колледжа учатся более 300 студентов, каждый из которых после окончания учебы планирует либо продолжить образование, либо сразу же начать работать по специальности. Я с детства любил очень математику, и после долгих раздумий я решил пойти на обучение этой профессии. Сегодня нашему колледжу исполнилось 115 лет со дня основания, и я хочу поздравить весь учительский состав, в том числе и директора, с этим праздником. Спасибо им за все, что они делают. Это очень важно для нас. Есть несколько специальностей, которые, по мнению руководства учебного заведения, нужно обязательно вводить в образовательный процесс, так как на них в республике большой спрос. У нас 7 специальностей на данное время, но мы можем готовить таких специальностей, как отделочная работа, сантехников, сварочников. Такие специальности можем подготовить в течение года. Полгода это будет теория, а полгода это практика. Все специальности очень актуальны, и ребята идут. И нет такого факультета, где вообще никто не пришел, все с удовольствием приходят и хотят учиться. И я считаю, что среднее специальное образование для Абхазии это очень важно и нужно. Ко дню 115-летия со дня основания колледжа студенты подготовили праздничный концерт, на котором сердечно поблагодарили любимых преподавателей за их неоценимый труд. Однако к сегодняшней радостной атмосфере примешивалась и некоторая обеспокоенность. Коллектив учебного заведения переживает за состояние здания, в котором долгие годы не было капитального ремонта. Кроме того, оставляет желать лучшего техническое оснащение учебных классов и кабинетов. Как-то так уж получилось и заведено, что больше внимания как-то обращается к дошкольному образованию, школьному образованию, высшим учебным заведениям. А мы, среднепрофессиональное образование, немножко работает как бы по старым, может быть, технологиям. Хотя учителя стараются образовывать, слава богу, сегодня интернет доступен всем. Такие вещи, как курсы повышения квалификации, хотелось бы проводить, скажем, хотя бы в 5 лет раз для нас. Хотелось бы, конечно, новые стандарты, новые технологии использовать. История открытия учебного заведения берет начало в далеком 1904 году. По указу императора Николая II с целью привлечь население города к просвещению было основано Сухумское реальное училище, основной задачей которого было обучение воспитанников гуманитарным наукам. Спустя 2 десятилетия, когда в Абхазию пришла советская власть, стали необходимы технические предметы, и училище преобразовали в Сухумский индустриальный техникум. Здесь в разные годы преподавали Дермит Гулия и Андрей Чочуа, учились абхазский писатель Михаил Лакарба, историк Семен Ашхатсава и многие другие известные люди. Коллектив Сухумского государственного колледжа верит в учебное заведение с такой большой историей и надеждой и оптимизмом смотрит в будущее. Эсма Гуланзе, Дэвид Анкваб, Абхазское телевидение. Блюда традиционной армянской кухни, выставка предметов национального быта, этнические картины, праздничные концерты, народные гуляния. Фестиваль культуры и быта амшинских армян прошел в селе Яштуха Сухумского района. В этом году он впервые стал международным. Приехали гости из России, Армении, Республики Арцах. Подробности в репортаже на Лыкове.
Баревцес, Баригалустам Шены Тоне, добро пожаловать на праздник амшенских армян. Своему названию праздник обязан району Амшен в Турции, выходцами которого являются практически все абхазские армяне. Праздник Амшен проходит в Абхазии вот уже 4-й год. Суть праздника – показать культуру, быт и, конечно же, национальную кухню армян. Армянская кухня – одна из древнейших в Азии. Это симбиоз специй, зелени, мяса, рыбы, молока и разнообразной выпечки. Столы на выставочных площадках представителей армянской общины города Сухума, Сухумского, Гулрыбшского и Гагарского районов буквально ломились от всевозможных яств. Каждый постарался представить все самое лучшее и приготовленное с любовью. Мы ставили халву, толма, мясо, йока национальная, хачапури, джумур, как называется, хлеб яйцом, жареный хлеб с яйцом, сыр разные, сыр с творогом. Каждый год участвуем мы. Представитель армянской общины Сухумского района Карина Экзарян преподает в школе, но на досуге очень любит готовить. Карина поделилась с нами секретами приготовления армянской национальной закуски под названием йока. Готовится просто и быстро, а главное – вкусно. Заранее готовится тесто, и постное тесто, без масла, без ничего, просто на воде и немножко соли. Очень крутое тесто. Лепешки получаются такие, что они долговечные, так скажем, месяц-два можно их сохранить, так что можно. Еда на скорую руку, так скажем, но очень вкусная еда. Они их мочат в воде очень хорошо. В подогретой сковороде тает масло сливочное, затем жарится йока, или просто, или сыр. И получается очень вкусная, быстрая еда. По воле трагической судьбы армянские общины разбросаны по всему миру, потому подобные мероприятия служат объединению армян не только Абхазии, но и других стран. Праздник Амшен с каждым годом расширяет свои границы. Так, в этом году принять участие в нем впервые приехали представители армянской общины города Сочи. Нас пригласили, мы приняли приглашение, да, очень приятно, и мы надеемся, что в будущем, конечно, мы на первый раз, да, интереснее и да, более... мы уже подготовимся основательно, да, а так нам очень нравится, конечно. Йока привезли, кукурузный хлеб, ну, конечно, вино, самое главное. Да, чача и вино, да, это то, что мы сами готовим. Дома. Все сделано своими руками. Ставший уже традиционным фестиваль Амшен понемногу охватывает все районы компактного проживания армян в Абхазии. Так, первые 2 года его отмечали в Гулрыбшском районе, в селах Пшап и Цкыбын. В прошлом году праздник прошел в селе Махадыр Гагарского района, а сейчас масштабное мероприятие организовано в селе Яштхва Сухумского района, на просторном футбольном поле у школы, где и расположились палатки и стенды. Здесь также была организована выставка предметов древней утвари, быта и народного искусства армян, вышитые полотенца и скатерти. Дети и взрослые демонстрировали национальные костюмы. Радует, что в празднике участвует многочисленная молодежь, которая целый год с нетерпением ждет этот день. Мы ждем каждый год это с удовольствием, этот праздник, чтобы станцевать, чтобы увидеть новых людей, чтобы повеселиться. Да. Дружба укрепляется всех национальностей, и все дети друг с другом начинают больше общаться. Праздник Амшен еще называют праздником дружбы, потому что он открыт для всех. И здесь рады представителям многочисленных народов, проживающих в Абхазии. Цель фестиваля – объединить граждан, жить в единстве и мире, говорит один из организаторов Амшена, председатель армянской общины Гагарского района Хачик Минасян. Мы его называем праздником дружбы. Почему называем праздником дружбы? Потому что мы сегодня и всегда хотим сказать, в первую очередь, коренному народу, что мы на этой земле, зная, как было нам трудно, когда наши предки приехали на эту святую землю, они нас принимали. Поэтому мы решили, что наша программа такая многонациональная, у нас абхазские танцы, абхазские песни, и мы говорим абхазскому народу, мы вместе должны решать все проблемы, которые стоят перед нашим государством.
Каждый год в большом празднике армян принимает участие и торгово-промышленная палата Абхазии. В самом сердце поляны выставлен большой стенд с абхазскими блюдами и различными напитками отечественного производства. Принимая приглашение принять участие в данном мероприятии все 3 года подряд, в первую очередь мы руководствовались тем, чтобы показать не только, как мы красиво вместе живем, но и дружно, так как в единстве наша сила. Поэтому торгово-промышленная палата и впредь будет поддерживать данное начинание. В свою очередь хочется отметить, что абхазский павильон, который сегодня располагается здесь, в центре, и соседствует с другими павильонами из разных районов нашей республики, в первую очередь включает в себя не только абхазское застолье, но и выставочную экспозицию алкогольной и пищевой продукции абхазских товаропроизводителей. Настоящий праздник – это не только вкусная еда и напитки, но и, конечно же, танцы и песни. А на празднике единения они обязательны. На специально установленной сцене выступили народные коллективы, а армянская скрипка и дудук особенно ласкали слух. Юноши и девушки в красочных национальных костюмах, взявшись за руки, вели хоровод. А для детей была организована анимационная площадка с игровой программой. Все желающие также могли сыграть в нарды и шахматы. Звучали любимые всеми хиты абхазской эстрады. Фестиваль культуры и быта амшенских армян всегда привлекает большое количество людей. И в этом году, как и всегда, праздник Амшен удался на славу. Наала Кови, Степан Мартиросян, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидромедцентра, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 8-13, днем 18-23 тепла. Температура морской воды плюс 19. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.